Здоровая конкуренция – залог экономического развития. С этих слов начал заместитель руководителя Ингушского УФАС России Рамзан Евлоев. Сегодня в этом зале говорят о принципах работы ведомства, обсуждают вопросы становления и развития органа исполнительной власти, призванной осуществлять контроль за соблюдением монопольного законодательства. Конкуренция, рынок монополистический. Монополия на самом деле это очень плохо. И наша организация называется антимонопольная служба, потому что мы боремся с монополией, потому что без монополии убивает конкуренцию. Обеспечить условия для работы рыночного механизма, повысить общий конкурентный тонус экономики. Это главные цели антимонопольной деятельности, которые должны уяснить студенты экономического и юридического факультетов. Сегодня лекторы поговорили о госзакупках, рекламе, торговле и имущественных товаров. А для наглядного понимания участникам привели ряд примеров. Бизнесмен, чтобы развиваться, он делает товар, например, обновляет его, или там придумывает какую-то ноу-хау, чтобы продавать людям товар. Если мы возьмем телевизор, целый шкаф масломерий телевизор. Из-за того, что была хорошая конкуренция, начали именно с телевизора. Сейчас получается телевизор тонкие и большая конкуренция. Вы можете взять у LG, можете взять у Samsung там, и у других производителей. Если возьмем там Китай, у них тоже сейчас они тоже из-за конкуренции начали хороший производить телевизор. После знакомства с деятельностью антимонопольного ведомства и переведенных примеров из практики УФАС у слушателей возникли ряд вопросов. Идешь, это все будет полезно. Это была первая ознакомительная лекция на тему «Основы антимонопольной деятельности» в Назрановском политехническом колледже. Ее провели с целью оказать информационную помощь студентам в выборе профессии и привлечь таким образом молодых людей на стажировку в УФАС республики. У нас по плану, графику осталось еще 5 самых больших СУЗов у нас в республике. Также мы ранее проводили такие семинары в нашем государственном университете. Сотрудники УФАС рассчитывают привлечь как можно больше студентов к изучению антимонопольного законодательства, так как сейчас на этом поприще наблюдается дефицит молодых специалистов. Муслим Ганиев, Адам Гулоев, Магомед Шаухалов. Новости 24.